Добрый вечер. На ТНВ новости Татарстана. В студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Бешенство в Татарстане. Есть ли место панике? 30 год задушила она. Случаи выявлены в 2 районах республики. Что послужило их причиной, выяснял Рамиль Шайдолин. 3500 татарстанцев в ряды российской армии. Страдать, плакать, но буду держаться. О старте призывной кампании в республике в сюжете Сергея Хайдарова. Многоликая Россия, многогранный взгляд. Чтобы забрать его капитал, овцу. Чему эксперты научили журналистов, узнал Дмитрий Аринин. Беспилотные автобусы, хирурги, симуляторы и зеленые инновации. О технологичном обмене говорят в эти дни в Японии. В Киото работает Международный форум наук и технологий в обществе. В его работе принимает участие российская делегация, в составе которой президент Татарстана. И уже первые договоренности. Какие? Далее в репортаже. Мировые технологии по осени в Киото считают то, что за год наработали на форуме. В кулуарах договариваются о сотрудничестве. Российский вице-премьер анонсирует запуск в 2018 году беспилотника от КАМАЗа. О проектах на перспективу говорят с премьером страны. На встрече из региональных руководителей только президент Татарстана и губернатор Калуги. Япония и Россия сегодня партнеры в 8 направлениях. Проекты в области химии и медицины реализуются в Татарстане. Компании из Японии поставляют оборудование для комплекса ТАИФ-НК. Совместно с Татарстаном выпускают мобильную систему диагностики инфекционных заболеваний и разрабатывают роботов-симуляторов для операций. С ответным визитом министра экономики Японии ждут в ноябре. При встрече господин Дворкович и господин Эба был разговор, что у вас будет визит в Россию. Мы были бы рады, если бы вы нашли возможность посетить нашу республику. Мы на один час ближе к Японии расположены. Кооперация японских научных институтов с университетом Иннополис, обмен научными программами, изучение развития экономики и промышленности, локализация в Татарстане производства глазных капель. Это все итоги встреч. О медицине нового уровня говорят уже в Токио. Компания Токосикай строит медцентры, проводит исследования и лечит онкозаболевания. Рустам Минниханов поручает министру здравоохранения Татарстана определить формы сотрудничества. Ведь под этот проект японские банки дают выгодные кредиты, а в Татарстане уже имеется положительный опыт привлечения японских финансов – завод Амони. Тем более японский банк международного сотрудничества видит в Татарстане стратегического партнера. Здесь же, в Токио, стороны обсуждают возможность открытия локальных производств сельскохозяйственной продукции и взаимных поставок продовольствия. Дальнейшему развитию Татарстано-японского сотрудничества будет способствовать открытие в ближайшее время нашего представительства. Анонсирует президент на бизнес-форуме, там же подписывают документы о сотрудничестве. Уже во второй половине дня президент меняет локацию на юго-восток Азии, Сингапур. Проекты по благоустройству – тема завтрашних деловых переговоров. Лисан Сабирова, Марат Хусайнов, ТНВ, Япония, Сингапур. В одном из районов Татарстана карантин по бешенству. На прошлой неделе в деревню Новые Сарайлы Тукаевского района пришла бешеная лиса. Это уже 3-й зараженный зверь только за месяц. Как одна лиса взбудоражила весь район и какие она хлопоты создала, выяснял Рамиль Шайдолин. С десяток кур. Вот что с прошлой недели осталось от некогда полного курятника Гульназ Гильфановой. Будним утром у сарая нашлась сначала первая мертвая курица, за ней вторая, а после и виновница. Дикая лиса передушила 30 несушек. Забежала во двор, и она идет ко мне прямо навстречу. Я вот взяла лопатой, ударила. И она упала у меня. Животные осмотрели ветеринары. Анализы выявили бешенство. Указом президента в районе карантин. 2 месяца нельзя забивать скот без разрешения, даже если он был привит. Сегодня по Татарстану привито больше 800 тысяч голов животных, причем это не только крупный рогатый скот. В не меньшей зоне риска собаки и кошки, об этом говорят и цифры. За месяц случаи бешенства найдены в 2 районах республики. В списке Стукаевским и Елабужский район. Основные переносчики инфекции – собаки, ежи и лисы, говорят ветеринары. Лис достаточно большое количество в республике, так как они являются основным источником распространения данного заболевания.
Мы ожидаем, что всплеск данной инфекции к концу года может резко пойти вверх. До первого снега не только дикие животные, но и домашние в зоне особого внимания. Карантин в Тукаевском районе продлится до конца ноября. Рамиль Шайдуллин, Марат Саидгараев, Ильшат Аюбов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Тукаевский район, Казань. Теплее становится в многоквартирных домах Казани. Об этом и сегодня на деловом понедельнике отчитался председатель комитета ЖКХ. По его словам, сейчас без тепла остается лишь 172 многоквартирных дома. Без тепла пока и 16 поликлиник города. В 9 идет капитальный ремонт. Напомним, отопительный сезон в Казани начался в прошлый понедельник, 25 сентября. Управляющие компании должны быть открытыми, а финансовая деятельность прозрачной. Уголовные дела, поддельные подписи жильцов и проблемы создания ТСЖ. Сегодня в общественной приемной «Единой России» снова обсуждали острые вопросы. Прием вел депутат Госдумы Александр Сидякин. Есть большие претензии к управляющей компании «Жилищник-2». Она получила в наследство от «1-1» порядка 190 домов. Есть и решение Советского районного суда по подделке подписей протоколов. Есть возбужденное уголовное дело по подделке протоколов. Его надо доводить, безусловно, до конца, и никакой волокиты здесь допускать нельзя, потому что есть подделка официального документа. Мы не должны закрывать на это глаза. Кого не пустят за границу и какие изменения ждут участников ДТП? С 1 октября в России вступили в силу некоторые изменения в законодательстве. Обо всем подробно Ралина Абрамова. Шансов попасть за границу у должников стало чуть больше. Порог долга повысили с 10 до 30 тысяч рублей. Это касается всех, кроме неплательщиков алиментов. Впрочем, и погасить долг можно быстрее. Начал действовать ускоренный порядок снятия ограничений на выезд. Не позднее, чем на следующий день после погашения долга. Еще одно новшество касается медиков. Теперь люди старше 65 лет не могут стать главврачами и руководителями, только если коллектив не проголосует за них. Это даст дорогу молодым медикам, уверены специалисты. Закон о дальневосточном гектаре расширили. Теперь в рамках программы можно получить охотничьи угодья. Защитные леса отдельных категорий тоже будут под особым контролем. Их начнут выдавать как участки. Копиям пиратских сайтов решительно нет. Роскомнадзор начинает их активно блокировать, чтобы не нарушались авторские права в интернете. Кроме того, социальная сеть ВКонтакте на 90% удалила всю музыку из портала. Администрация призвала россиян с пониманием относиться к авторским правам исполнителей. Планируются изменения и по Европротоколу. Его разрешат составлять, если ущерб от аварии не превышает 100 тысяч рублей. До этого верхняя планка была 50 тысяч. А чтобы как можно точнее передать информацию о ДТП, предлагают использовать мобильные телефоны. И аварию можно снять, и повреждение транспорта на месте. Ралина Абрамова, ТНВ, Казань. 18 тысяч татарстанцев этой осенью ждут на медкомиссию в военкоматах. Правда, служить отправится лишь каждый пятый. В Татарстане стартовал осенний призыв. В этом году ряды российской армии пополнят 3,5 тысячи татарстанских новобранцев. Почему в республике стало меньше уклонистов, в сюжете Сергея Хайдарова. Сейчас слушаю легкие. А для чего? А для того, чтобы не пустить какое-то заболевание. У Рустема Серазиева сегодня терапевт проблем со здоровьем не обнаружил. Всего в этом году в медицинских кабинетах окажутся 18 тысяч призывников. Причем в армию отправят только 3,5 тысячи из них. Страдать, плакать, но буду держаться, чтобы даже смеюсь всегда, улыбаясь, чтобы ему было весело зачем-то. Плачу и стараюсь втихушку без него. Больше всего татарстанцев традиционно пополнят ряды сухопутных войск, чуть меньше военно-морского флота. Ну а замыкает тройку самых популярных ракетные войска стратегического назначения. Причем многие татарстанцы идут служить добровольно. Только в этом году на контрактную службу отправятся 1000 жителей республики. Среди них есть даже девушки. ВДВ в Рязани один взвод девушек. То есть это вот направление мы тоже вот курируем. Это тоже будем говорить службу по контракту. Военный комиссар добавил, уклонистов в республике с каждым годом становится все меньше. Престиж армии растет, а случаи с дезертирами единичны. Напомним, что в июне этого года из состава с новобранцами спрыгнул 18-летний татарстанец. Проходил физиотерапию в одном из филиалов подмосковного госпиталя Вишневского. И в течение месяца будет принято решение об его увольнении. Он жив-здоров, все с ним нормально. После медицинской комиссии у призывников будет совсем немного времени, чтобы побыть со своими родными и близкими. Первые отправки запланированы уже на 22 октября этого года. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.
Просто кладезь знания о масс-медиа и межнациональных отношениях приоткрыли сегодня в Казани. В полях Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» прошли мастер-классы от лучших экспертов страны в этой сфере. Чему научили, узнал Дмитрий Аринин. Не семинаром, а разговором получилась встреча с известным российским журналистом Максимом Шевченко. Он сам предложил пообщаться на интересующие темы. И речь зашла о преподавании национальных языков, в частности, татарского. Я считаю, что сегодня борьба за право татарского народа учить и говорить на своем языке – это борьба за право русского народа жить в ситуации свободы и демократии. А если перейти от частного к общему, Шевченко считает, что зачастую за межнациональными конфликтами кроется экономическая подоплека. Капитал, это, естественно, ослабляет того, кто держит активы, ослабляя его фундаментальные опоры, чтобы забрать его капитал. Слушатели, более сотни журналистов из разных регионов страны сочли такую встречу весьма ценной. Можно понять, что не только экономические подоплека существует, но и, как говорится, из-за женщин все конфликты. Для меня лично одной из самой такой полезной мысли было то, что на проблему нужно смотреть с разной стороны. На встрече с известным экспертом по межнациональным вопросам Владимиром Зориным тоже говорили о преподавании национальных языков. И гость рассказал, что поможет сделать такие уроки популярными. Есть еще понятие мотивации и понятие стимула. Если престижно, если авторитетно, то молодежь сама к этому тянется. Пожалуй, главный посыл семинаров «Многоликой России» – это то, что жизнь многогранна, и для понимания происходящего поверхностного взгляда недостаточно. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Буквально несколько минут назад в Корстене наградили победителей конкурса «Многоликая Россия». Жюри успело рассмотреть больше 2000 работ из полсотни регионов, а призовой фонд конкурса в этом году составил 1 820 000 рублей. Среди победителей гости из Москвы, Якутии, Коми, Нижегородской и Иркутской областей. Среди них и 4 татарстанцев. Так, первое место за цикл печатных публикаций у редакции журнала «Казань». Как отмечают коллеги-журналисты из других регионов, они вернутся не только с дипломами и призами, но и массой впечатлений о столице Татарстана. Я хочу выразить огромную благодарность членам жюри. Отсмотреть 2200 работ – это действительно стоит дорогого. Огромное спасибо организаторам за теплую встречу, за волшебную атмосферу, которую вы здесь создали для нас. Я думаю, что воспоминания солнечные все-таки для меня Казани еще долго будут греть меня в моей морозной, суровой Якутии. Большое всем спасибо. Концерты, спектакли, бесплатные стрижки и скидки в магазинах. С 1 октября в Татарстане стартовала декада, приуроченная ко Дню пожилых. Этот день пожилого человека празднуют в республике более 1 миллиона пенсионеров. 169 из них уже перешагнули столетний рубеж. К людям с вековой историей особое внимание. Среди них и оказалась Сулейма Мухамадеева. Правда, до трехзначной цифры ей еще 10 лет. Ветеран труда отмечает свой 90-летний юбилей. Историю счастливой жизни услышала Динара Камалова. «Ты молод, пока не одинок», убеждена Сулейма Мухамадеева. Говорит, в свои 90 она чувствует себя на 18, не годом старше. Сегодня поздравления летят отовсюду. Всю жизнь она проработала врачом, на пенсию вышла лишь в 70. Теперь о трудовых буднях ей напоминает этот орден почета. День награждения она помнит в деталях. Я была в черном платье, в красивом, с кушаком повязанным красивым. Все такая же красивая. Цветы и поздравления Сулейма Мухамадеева принимает и сегодня. В гости к юбилярше пришла министр труда Эльмира Зарипова. Те, кто пережил 90-летний рубеж, когда мы спрашиваем, в чем секрет вашего долголетия, они говорят, активная жизненная позиция. То есть активная жизнь. И это и физическая активность, и самое главное, духовная. История 4 поколений в одном альбоме. Мать 2 сыновей, бабушка 4 внуков и еще прабабушка 5 сорванцов. Это вот мой сын. Хоть и живет одна, ее муж умер больше 10 лет назад, без внимания не остается. Например, сегодня этот дом встречает московских гостей. К Сулейме Мухамадеевой приехал внук и правнучка. Я точно яблоки выращивал вкусные, и я очень всегда любил с ветки. А мне всегда говорили с земли. А я всегда... когда полился, то получал. Торт есть, а вот свечей на нем нет. Все равно не поместится, смеется Сулейма Мухамадеева. Говорит, что с Богом не поспоришь. Главное жить полной жизнью и уметь удивляться маленьким сюрпризам. Динара Камалова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
В эти дни для пенсионеров идут благотворительные концерты и акции. Приятный бонус, бесплатные услуги и скидки. Так, каждый день до 4 октября в 11 часов утра в Казанском кинотеатре «Мир» бесплатный показ фильмов. В ряде парикмахерских в Казани до 10 октября проходит благотворительная акция по оказанию льготных услуг. Также для пожилых услуги прачечной со скидкой. Кроме того, в октябре для пенсионеров низкие цены в торговых сетях «Бехетле», «Пятерочка», «Агат», «Эссен» и «Дельвейс». Легенда Большого театра России Тамара Синявская на несколько часов прилетела в Казань. Легендарная певица, народная артистка Советского Союза, стала почетной гостьей вечера, посвященного 75-летию ее мужа, Муслима Магомаева. С ней пообщалась и Эльмира Шимарданова. Что нами пройдены. Без него в 70-х не обходился ни один государственный концерт, ни один голубой огонек. Волшебный голос Муслима Магомаева пленил как мужчин, так и женщин. А когда о его свадьбе с Тамарой Синявской стало известно публике, разбились тысячи женских сердец. 35 лет вместе на сцене и в жизни. Я не смогу петь, потому что его нет на свете. Пение – это процесс внутренний. Совсем вы согласны со мной, да? Выйти и спеть, а еще того хуже, открыть рот под фонограмму, это немножко другое. Поэтому, извините, не пою. Ровно 9 лет. 17 августа 2017 года Муслиму Магомаеву исполнилось бы 75 лет. Концерты его памяти проходят во многих городах России, но лишь в Казань приехала Тамара Синявская. Это не имеет значения, какое время. Если у человека есть призвание... Неважно, в какое время он родился, жил, он все равно пойдет и найдет того человека, который может либо ему помочь. Сейчас Тамара Синявская преподает в ГИТИСе, заведует вокальной кафедрой. В свой первый визит в Казань Тамара Ильинична пела на Шаляпинском фестивале любимую «Кармен». Полюбив наш город, она не раз возвращалась сюда с любимым человеком, золотым голосом Советского Союза. История их любви сейчас живет в песнях. Моя мелодия. Песню «Мелодия» влюбленный Магомаев впервые исполнил по телефону для своей возлюбленной. Эльмира Шимарданова, Рамзиль Гарипов, ТНВ «Казань». Голосуют все. Проект телеканала в объективе ТНВ «Большая семья» выходит на финишную прямую. Сегодня началось голосование среди участников конкурса детских сочинений «Счастье в большинстве». Свои мысли о семейных ценностях прислали больше 200 ребят. 9 из них прошли в финал. Отдать свой голос можно в группе телеканала ВКонтакте. Голосование будет идти до полудня 4 октября. Победитель получит телевизор. Семья, а выходных 2. Семейный и телевизионный. У одной из самых больших казанских семей, многодетных Кононовых, теперь есть шансы стать и одной из самых известных больших семей Татарстана. Они очередные участники проекта в объективе ТНВ «Большая семья». Почему больше для них однозначно лучше? Рамиль Шайдулин. Стоп! Вы всегда такие активные? Сейчас расскажем. Когда говорят «вера в лучшее», Кононовы знают эти слова о них. 12 лет назад Любовь и Павел познакомились в одном из храмов. Сегодня они одна из самых больших семей Казани. Перед самой свадьбой мне жена вопрос задала, сколько бы я хотел иметь детей. Не меньше 3 детей. И сколько Бог даст. О, павлинчики! Белый павлин. Белого павлина дети видят впервые, а вот белый медведь – давний любимец малыша Самуила. Он даже одевается под него. В последний раз старых знакомых семья навещала год назад. Кононовы коренные горожане, поэтому зверей видят не так часто, разве что, как сегодня, в зоопарке. В зоопарк мы ходили, с детьми много, уже 2 раза, по-моему, но на телевидении мы, конечно, не снимались. Первый раз. Совсем чуть-чуть и наступит то, чего ждали всю неделю и обсуждали весь вечер накануне. После полета над Казанью купание в аквапарке. У меня больше всего разговаривали водой. Классно было очень. Когда еще брызги летели с этой головы Джек Воробья.
Кстати, уже через месяц после знакомства Любовь и Павел знали, что будут мужем и женой, но никогда и не думали, что их семья будет настолько большой. Сегодня их 9. Мама, папа и 7 детей. Старший занимается Ксения танцами, на хореографию ходит. Викентий у нас музыкой занимается, у него прекрасный голос. Все живые и активные. Доченька, мы тебя в интернет выложим. 3 года назад Павел и Любовь взяли на воспитание 3 малышей из приюта. Ведь чужих детей не бывает. И когда говорят о семейном счастье, Кононовы понимают, это о них. Рамиль Шайдуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Делиться семейными успехами помогает федеральный мобильный оператор Теле2. Бессменный спутник проекта в объективе ТНВ «Большая семья». С Теле2 семейное счастье как на ладони. И на этом пока все. Увидимся на ТНВ. Выключи стресс, включи релакс. Радио Релакс FM. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей. Только с 15 сентября по 15 ноября 2017 года акции для пенсионеров. Цена на путевку 1500 рублей в сутки с лечением. Санаторий Ливадий, Казань. 28 октября в Татнефть-арене. Волшебная сказка для всей семьи с участием олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. «Белоснежка на льду». Без возрастных ограничений. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Sizni tabibqa ko'rinu uchun yozmadilarmi? Kerakmagan dori yozib berdilarmi? Sizning bilan to'pos siylashdilarmi? Alla quvib chiqardilarmi? Olar mug'ayin sizning huquqlaringiz turida bir narsada bilmaganlar. Siz o'zingiz da unutib jibargansiz. Ularga da bir ne aytmagansiz. Мәҗбүри медицина иминияте полисыгыз ярдәмендә сез түләүсез тикшеренә, диагностика үтә һәм дәвалана аласыз. Полисыгыз сезгә бу хокукларны гарантияли. Хокукларыгыз бузыла икән, полиста күрсәтелгән иминият компаниясенә мөрәҗәгать итегез. Үз хокукларыгызны белеп торыгыз. Башкалар да белеп калсын. Двое мужчин в доме, а гвоздь прибить некому. Наносим отметку карандашом. Берем молоток и забиваем. Все понял? Научил? Да. С таким помощником мы тебе беседку на даче в 2 счета построим. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Белканың туган көне. Бары тик 3 көн, бары бергәдә бәйрәм ташламалары. Шәшке тон 40 меңнән, мутон 15 мең сумнан. Сатып алучыларга бүләкләр. Белка Татарстан 7. Әлфия Авзаловага багышланган хәтер кичәсе. Сагыну. Катнашалар: Зөһрә Шәрифуллина, Фердинанд Саряхов, Зөһрә Сахариева, Искәндәр Биктахиров, Хәмдүнә Тимергалиева, Шамил Әхмәтҗанов, Зилә Сумратуллина, Газинур Фарухшин, Рима Ибрахимова, Мингал Галиев, Рашид Сабиров, Зөлфия Хәмҗавит Шакировлар, Расим Низамов, Венера Ганиева, Лилия Муллагалиева, Гөлдания Хайруллина, Сирина Зайнетдинова, Марсель Уагизов, Шулпан Юсупова, Раят Свасыхов, Зөлфира Шайдуллина, Флорид Гыйззатуллин, Лилия Хайруллина, Озат Абитов, Гөлсирин Абдуллина, Руслан Керәметдинов. 17 октябрь. Пирамида. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка, установка бесплатно. Только в октябре назовите пароль DM Мебель и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер, настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки погодные процессы в республике будут отличаться в отдельных районах как по осадкам, так и по температурам. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет облачно, пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит до 4 градусов мороза, днем будет плюс 6 градусов.
На северо-востоке облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью +1, днем же до 8 градусов тепла. На севере республики переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью составит до 2 градусов мороза, днем будет до 8 градусов тепла. На северо-западе республики малооблачно и сухо. Ночью около 0 градусов, днем же до 7 градусов выше 0. На юго-западе малооблачно, без осадков. Ночью -3, днем до 8 градусов тепла. В центральном районе республики осадки будут маловероятны. Ночью -1, днем же до 7 градусов тепла. В последующие сутки осадки будут маловероятны, температурный фон существенно не изменится. В предстоящие сутки в Казани будет ясно. Ночью около 0 градусов, днем же до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 71%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.